Много вопросов на пленарном заседании парламента сегодня вызвала новая редакция закона об электроэнергетике. Новый документ должен был отвечать требованиям соглашения в рамках ЕАЭС и быть доработан до 1 июля этого года. По идее, его должно было предложить правительство. Однако эту инициативу взяла на себя депутатская группа, что несколько удивило депутатов. Вы в правительстве совсем спите, что ли? Этот закон, по идее, вы должны были предлагать, а вместо вас это делают депутаты. Просят привести к соответствию с положениями ЕАЭС. Вы даете неправильную информацию. Опять говорите, дайте нам срок. После урегулирования с нормами ЕАЭС не поменяются ли наши внутренние тарифы? Свою тарифную политику навязать нам не может никто. У нас работают свои внутренние тарифы. Если в рамках ЕАЭС мы выйдем на взаимодействие с другими странами, тогда какие-то предложения возможны, но не до тех пор. На рассмотрении в режиме второго чтения законопроекта об электроэнергетике депутаты поднимали до сих пор нерешенные вопросы в энергетической отрасли. К примеру, почему бы, по их словам, вместо предлагаемого правительством повышения платы за электроэнергию не ввести дифференцированный тариф? Дифференцированный тариф понча. В мире уже используется такая практика. Днем потребители платят больше, а ночью меньше. Такой тариф день-ночь оправдает себя. Люди зимой будут больше пользоваться электричеством, а не углем. От этого будет польза и экономике, и экологии. Деньги пойдут на энергоотрасль, начнет развиваться экологическая энергетика, не будет загрязнения воздуха. Если мы будем не повышать тарифы, а дифференцировать их, то от этого будет польза и экономике, и экологии. Такой тариф сегодня действует для владельцев гостиничных комплексов на Иссык-Куле. Для остальных потребителей страны дифференцированный тариф пока вводить не будут. Пока, к сожалению, такой возможности нет. Соответствующего оборудования нет. Ну раз ничего изменить в этом плане нельзя, зачем тогда нужно было устанавливать так называемые умные счетчики? На ответ чиновницы стали возмущаться депутаты. Другая проблема, с которой в основном, по словам парламентариев, сталкиваются потребители электроэнергии в сельской местности – установка линии электропередач. Ни в прошлом, ни в предлагаемом законопроекте, по их словам, нет четких указаний, кто отвечает за обеспечение доступа к электроэнергии. Ответственность за доступ к электричеству в жилмассивах должны взять на себя сами энергетические компании. Если электроэнергия – это товар, то линии – это их магазины. Пусть компания сама их и строит. Почему они должны продавать электроэнергию только по линиям, построенным еще в советские времена, и зарабатывать на этом? Тут не только линии электропередач, канализация, вода – все это инфраструктура, которую нужно проводить до начала строительства жилых домов. Все эти расходы нужно проводить через бюджет. У нас же очень большое количество построек незаконные, поэтому они и сталкиваются потом с этой проблемой. Как подметили депутаты, до сих пор не восстановлено Министерство энергетики, хотя и соответствующее постановление Джогурку Кенеша. Кроме того, по их словам, в законе до сих пор не прописан статус нацэнергохолдинга. Холдинг на самом деле такое ощущение, как будто он вообще вне правового статуса. Закон о холдингах, по-моему, насколько я знаю, не принят. Сегодня они за услуги с этих компаний наших, да, вот берут средства. Почему тогда вопрос же возникает, почему услуги не вне тендера, это государственная компания с государственной большой долей? Почему тогда он как монополист за услуги, где расчеты? То есть очень много вопросов. И мне кажется, мы вот это все знаем, что завтра ответственность ведь наступит, кто-то будет отвечать. Мы как бы дальше вот соглашаемся с этим. По словам главы профильного комитета Куджубека Рыспаева, холдинг подчиняется требованиям закона об акционерных обществах. Государственным органом он не является, поэтому прописывать его в предлагаемом законопроекте они не имеют права. Этот вопрос, по его словам, в ближайшее время будет рассмотрен на комитете. Исаев Нурбек Капаров, НТС.